Традиционная одежда кыргызской женщины. Под таким названием прошла фотовыставка в Государственном доме-музее имени Фрунзе. Ильичек «Благодать женщины» признаются организаторы и представили гостям 13 видов этого головного убора. За каждым ильичеком стоит труд и работа нашего проекта, всех наших членов, начиная с 2013 года по 2018 год, это вот протяжении 5 лет, мы собрали исторически подтвержденные 13 видов ильичеков. Надевать ильичек – это целое искусство, признаются организаторы, а вот уникальным знанием обладает старшее поколение. Бабушки собрались здесь с самых разных уголков страны, чтобы провести мастер-класс для присутствующих, дабы возродить старую традицию и поделиться своим опытом с потомками. Цель нашей выставки – мы хотим пропагандировать кыргызскую традиционную одежду среди молодежи, потому что традиционная кыргызская одежда – это бесценный источник для выявления исторических фактов, для изучения истории. Как оказалось, древние традиции заинтересовали не только кыргызстанцев, но и туристов. Гости из-за рубежа поделились своими впечатлениями. По их словам, культура кыргызского народа резко отличается от остальных, чем она и привлекательна. Я раньше не видела ничего подобного, хотя я и побывала во многих странах, но впервые увидела кочевой образ жизни кыргызского народа. Я думаю, это очень важно для этой страны, как элемент истории. Ильичек несет в себе глубокий смысл. По словам знатоков истории, женщины при рождении детей заворачивали их в белую ткань. А вот если смерть оказывалась нежданной, то по мусульманским правилам тело женщины заворачивали в 40-метровую ткань. Как видно, традиционная одежда является неотъемлемым элементом материальной культуры, которая нуждается в особом отношении. Кундуз Кадатаева, Урмат Мамиталиев, Новости Прайм.